В эфире новости культуры, в студии Айгуль Контюкова. Здравствуйте. Размышления современных авторов на вечные темы Илиады Гомера. В Башдрамтеатр по просьбам зрителей возвращается спектакль «Песня о Трое. Здесь и сейчас». Напомним, его премьера состоялась в апреле этого года. Постановка необычна тем, что создавалась в рамках 3-го республиканского семинара лаборатории современной драматургии и режиссуры. Спустя время спектакль доработали и теперь вновь представили на суд зрителей. Алексей Медведев расскажет далее. Шепот, пробирающий до мурашек. Особая камерная атмосфера малого зала Башдрамы располагала к диалогу со зрителем. Тема выбрана серьезная. В образах персонажей древнегреческого эпоса актеры беседовали о войне. Отношение к ней не изменилось и спустя века. Спектакль «Мозаика» состоит из 12 эпизодов, написанных разными режиссерами. Каждый актер исполняет роль нескольких персонажей. Например, Лилия Галина, недавно игравшая Антигону в одноименном спектакле, предстает здесь в образах Афродиты и Андромахи. Это интересно, то, что разные режиссеры, и ты буквально только что была ведьмочка, и ты уже Афродита, а сейчас уже Андромаха, и мне кажется, это очень здорово. Не сложно все перевоплощения вот эти? Мне не сложно, интересно. Но я очень рада, что я участвую именно в таком проекте. Из декораций только ткань, костюмы, камуфляжная одежда, реквизит палки. В руках актеров эти палки превращаются в оружие, предметы быта и инструмент, передающий состояние души человека. Ты веришь в это? Ты вернешься? Кстати, именно эти палки ассоциируются у творческой команды с главным режиссером спектакля Искандером Сакаевым. Упражнения по биомеханике помогли актерам и режиссерам развить внимание и командные навыки. Весной этого года на республиканском семинаре лаборатории под руководством Искандера Рауфовича над отрывками текстов 4 драматургов работали 4 молодых режиссеров. Все выпускники Уфимского института искусств. То есть у нас, допустим, каждый из режиссеров предлагал драматургам ту или иную тему. То есть вот я, допустим, предлагаю своему драматургу тему монолог Кассандры. Какая могла быть Кассандра? Может быть, она могла быть вот такой. И мы раскручивали эту тему уже, когда появилась актриса. Мы вместе с актрисой что-то додумывали, что-то дописывали. И у нас получилась своя Кассандра. В качестве аккомпанемента живая музыка, звуки Итагана и Маринхура идеально вписались в концепцию спектакля. Участники этногруппы Итаган только что вернулись с международного концертного турне и с новыми силами включились в работу. Очень много впечатлений, очень много, большой багаж с собой привезли. Еще даже не успели адаптироваться, но уже как бы работа есть работа. Мы как бы обговаривали еще 1,5 месяца назад то, что будет вот этот спектакль. И мы соотнесли даты. В общем, мы успевали, и вот мы уже здесь трудимся. Апогеем действа стал монолог «Троянского коня», также выложенного на сцене из палок. Каждый раз актеры вносят долю импровизации. Постановка имеет разомкнутую структуру, так что форма позволяет менять содержание. И наоборот, актуальный, завораживающий, в меру провокационный и смешной, спектакль уже нашел своего зрителя. После спектакля состоялось его обсуждение со зрителем. Постановку буквально разобрали по косточкам. И это понятно, ведь она может стать репертуарной. И «Песня о Трое» прозвучит на сцене Башкирского драматического театра еще не раз. Алексей Медведев, Вадим Зараев, Россия, культура, Башкортостан.